Ребят, рассказываю, показываю. Хотел скосить вот тут пятачок и для воды, чтобы сходить за водой, вот там тропинку еще. А я заправку, там чуть меньше заправки даже. Ё-моё, скосил полполя. Полполя за полчаса, ребят. Все четко пока получается у нас. Вот тут все это скосил. Возле досок, возле лодки, возле дома, вот остатки, вот это что вот возле беседки останется. Я сниму там лезвие и уже леской пройдусь еще. А так основное сейчас трава хорошая, много травы здесь. И даже там в этом году очень много. Бывает очень как бы с первых дней лета засушливое. И там все высыхает. Ну, пока все четко. Дела идут. Вот здесь скосил. Тук-тук-тук-тук-тук. Немножко вам поснимал. Дальше жужжать не буду снимать уже. Сейчас заправлюсь. Ну, сперва, наверное, затоплю мангал. И схожу за водой. Надо чайник поставить. Запах дыма. Все это, чтобы было. Так. О, блядь, надо отсюда продукты. У меня там яйцо на солнце. Вылупится там как сказать. Вот это здесь оставим. Коробку возьму. Вот так. Ну тут провизия. Хлеб там. Консервы. Надо в тень куда-то положить. Иначе удачи не видать. Работать хорошо сейчас с утра. Солнце еще не печет, но уже вот куда солнце попадает, там жарко становится. Сейчас попью воды и за водой схожу. Пока так, работаем потихоньку. Ради этого сюда и пришли. Этот поход у меня рабочий будет. Сейчас скошу траву, потом не знаю, будем ждать, когда это высохнет. Может, сегодня вечером соберу, может, завтра. Если дождя не будет, то можно оставить на завтра, а уже завтра все с утра как бы убрать. Вот, а вечером можно сегодня даже на рыбалку сходить. Хорошо, что я взял воды. Ну, вот этот чай сладкий. В бутылке по старинке. Вот. Не с термоса, а вот именно вот с бутылкой. Не стеклянная бутылка из-под водки или из-под лимонада, но все равно так как-то вспомнил детство. Хорошо. Упс. Упала шляпа. Так, на завтрак, наверное, яйцо приготовлю. Яйцо пожарю. В избушке комары летают. Здесь комарье. Давайте посмотрим, может что-то тут написали. Ой-ой-ой. Что-то есть, ребят, какая-то запись. Туристы из Сыктывкара были на... Ваш так, ни хрена не понимаю. Почерк как у врачей. Осталось, ночевали, все понравилось. Спасибо хозяину. Так, дома. Никита. Какой-то вот Никита. Никита, если смотришь, я прочитал твою запись. Спасибо за все, что гостинцы оставил. Будем пробовать. Жаркое вот это интересно. Ни разу в такой посуде не пробовал. Ну, бывало там в сухпаи, там в армии ели, но такой посуде не было ничего такого. Это все там оставлю. Может, кому пригодится. В общем, так, 9 июня здесь были они. 9 июня. Это значит, в июне было. Понятно. И 9 июня. И знаете, вот я сейчас скосил и все еще думал, кто мог это мне рассказать, кто сюда приходил. А возможно, вот это подписчики сами мне в комментариях, кто вот здесь ночевал, сами мне и писали. Не знаю, вот так остается только гадать. Так что, Никита, пиши, комментируй, если это
если это видео смотришь, напиши 2 слова в комментариях под видео. Это вы были или что там. Я просто не помню уже, откуда я знаю, что у меня в избе были люди и что там оставляли даже водку. Вот это я действительно, я это знал, понимаете? Знал и уже забыл. Я пришел сегодня, удивился. Вот. О, блин. Так хорошо, ребят, что вот мало комаров. Сегодня у нас получается 16 июля. И вот это все, вот этот гнус вот днем мало. А вот помните, я ходил за березовыми вениками в лес. Это было 6 июля. 6 июля. Сегодня 16 июля, а 10 дней назад это... Я не знаю, что происходило в тайге. Там овода просто невозможно дышать было. Очень много. А сейчас вот они летают, там 2-3 штуки. Я их просто не замечаю. Просто не замечаю. Смотрите, какое поле уже скосил. Видите? Вот так вот. Перед этим сенокосом я хотел сфотографировать вид. Когда вот избушка в траве еще. А сейчас уже все скошено. Но зато будет чистота, порядок. Приведем все в порядке. Там. Если, ребят, зрители, вот год, 2, 3 так не скосить, сперва начнется такая вот мелкая береза выйдет, шиповники выйдут. И все здесь очень-очень быстро закроется тайгой и лесом. А сейчас пока мы живы, мы можем, этого я не допущу. Что здесь на первой избе, что на второй избе будет порядок. Будет порядок. Ну, будет порядок еще, когда вот эту амбар хочется мне закрыть. Вот верхний слой я уберу досок, закрою этим листом. Ну, может, посмотреть надо, там, может, и доски еще годные. Может, сверху так и постелить вот эти газеты, листы алюминиевые. Или же, это будем смотреть, это в дальнейших фильмах вы будете смотреть, что будет происходить здесь. Сегодня в этом походе вот чисто сенокос, а там уже где-то еще, может, что-то буду ремонтировать. Что-то доделывать. Сейчас я любуюсь природой. Просто мне хорошо, что не так много комаров. Один раз помазался, и до сих пор я еще сижу тут, балдею. Да, веник в этом году просто офигеть какой хороший. Вот банный веник, вот это все. Вот эта краснота, это минимум. Ну вот один штук я вижу. А все остальное вот просто хороший такой вот веник. Можно там собирать. Мама, не говорю. Все есть. Вот смотрите, вот наглядный пример еще. Честно, перед выездом я вообще не хотел, думаю, вообще без комментариев буду. Но вот не могу. Вы от меня некоторые подписчики, даже залетные подписчики какие-то, ругаю, что много болтаю, но я не хочу, не могу вот так просто вот это все видеть и просто вот молча там поснимать и все. Я хочу вот это все рассказать, понимаете? И основан мой канал на многосерийные фильмы, еще раз говорю. И кому не нравится вот многосерийные фильмы, все, не держу, никого не держу, ребят. Так что выбирайте на свой вкус каналы. Вот, насчет того, что вот я вот говорил, что быстро-быстро все зарастает. И вот смотрите, вот здесь я территорию еще буду косить. Вот за амбаром там пройдусь. И уже как будто какая-то вот армия вот этого шиповника. Вот эта армия шиповника. Если в этом году я не скошу вот этот, вот смотрите, уже идет на поле. Вот быстро-быстро. Вот. Шиповник, малинник, вот этот все. Вот.
Видите? А здесь я все эту территорию еще буду косить. Если не скосить, это все моментально зарастет. Очень быстро. За несколько лет. Вот. Сейчас я вообще организую костер. Котелок надо помыть. Скипячу воду, там дезинфекцию такую сделаю. Потому что там опарыш даже неприятно. И приведу все в порядок. Котелок надо помыть. Это рабочий котелок. Ничего страшного, что там жуки-пауки. Но видно, что даже и не вымыли. Вот это, ну, я не знаю, что могу сказать. Остатки супа, наверное, вот. Потому что там мясо еще, тушенка все еще лежит. Поэтому вот это все вот на это и мухи идут, летят. Сейчас летом надо все, как бы, чтобы все было. Мы раньше хранили, вот здесь в избе, там у меня кладовка, ну, некоторые вещи там за замком держу. А в подполье была там у нас яма. И там как холодильник, там мы хранили картошку, творог, молоко, вот с ночевкой на несколько дней мы приезжали. Картошку сразу полмешка мы возили, там в этой яме мы держали. И вот тоже вот бетон 3-литровый творога мы там тоже хранили. И вот ты работаешь, пашешь, днем, скажем, варишь суп, там готовишь. А вечером уже ты усталый, не до варки, просто вот ты творог поднимаешь, холодный творог там с песком размешиваешь, черным хлебом, ёбнешь и, знаешь, блять, сразу, класс будет, встала, и ты как убитый там ляжешь и все. Ты не помнишь, как у тебя голова на подушку упала. Вот. А начиналось все это, вот эта изба, все это дело. Вот сейчас еще расскажу 2 слова. Вот там высокие елки за этой сосной. Вон там высокие елки. Там несколько елок уже свалилось на речку, но они стоят. Вот. И там вот этим под высокими елками был у меня у матери брат, здесь ночевал под елкой. Там такой вот, как называется, вон, я не знаю, как это называется, но напишите, по-кому вон, а по-русски я не знаю, такой вот, типа палатки, мини-палатки такой вот. Там он ночевал, а остальные родители, вот дед с бабушкой, мать, там все ездили, они, как сказать, на машине, который перевозил людей. И потом мы начали жить в палатке, купили палатку, дедушка с бабушкой, там такая из брезента у меня еще есть, она собирается там. Сейчас вот автомат, все, шуп-шах и все, там куб можно или там еще другие. А раньше вот эти с палками, с веревками. И вот там мы ночевали. Целое лето мы жили. Потом вот наша первая изба, 3×3, которое помещение. Я сейчас сделал из него амбар, типа там у нас одно окно было, вон там. И вот этот амбар 3×3 жили, где-то жили с дедом. Ночевали там 3 человека, до 6 человек. Там мы вмещались. Вот. И все, потихоньку, как бы с малого начинали, там, с палатки. И вот сперва вот эту избу построили, потом уже после армии уже вот этот. И до сих пор как бы поддерживаю все это. Вот поэтому, ребят, у меня и получаются многосерийные фильмы, потому что я хочу что-то вам рассказать, показать, вот это все. А что вот 20-минутный ролик раз в месяц, если выкладывать буду, ну, думаю, я не знаю, пусть ищите такие каналы, кто вот так вот выкладывает 20-минутный ролик раз в месяц или раз в 2 недели. Пускай интересно, пускай хоть какие. Но у меня свой формат, свой канал. Вот так я хочу и буду дальше. Вон там удочка.
Добрый день. Вот она. Вот с чего мы начинали. Не было этих телескопических удочек. Вот чем мы ловили. И ловили намного больше, чем сейчас. Сейчас 2-3 рыбы поймаешь, а там мы ловили язей и подъязиков, и ведро, и еще больше за рыбалку. А почему вот так? Тут он, потому что тут сухо, во-первых, и такое удобное место, вот так. И все, никому не мешает ничего, не сломается. Ни ветром, ни под солнцем, ничего. Вот так удобно хранить удочки, имейте в виду. Ладно, в горле пересохло. Ладно, сейчас я с мангалом займусь. Птицы поют безоблачно. Я кайфую. С погодой повезло. Класс. И поддержите вот так. Лайки. Можете дизлайки, что я заработал, то и хлопните. Вот так. Кому что нравится. Та-на-на. Еще глотну там водички и надо уже заняться делом. Тут небольшая ревизия у меня. У меня тоже тут оставлена пачка макарон, бич-пакет, чай. Это еще тоже было.
Сахарная песка, к сожалению, это антикомарины. Вот это еще я оставлял тоже вот в спирали. Если что там, может кому пригодится. Вот, короче, вот такие ребята у меня. Мне еще от Нескафе кофе. Ну, меньше половины. Тоже вот сюда оставлю. Может кто-то будет пить. Я кофе не так люблю. Оставлю пачку макарон. Добавил сюда. Вот сахарные пески. Вот сахарный песок. Вот тоже они оставили все это. Здесь будет. Пюрешку оставлю. Вот, пожалуйста. Так. Водку оставлять не стану. Консервы тоже уберу. Здесь старые печенья вот тут были. Это, короче, я Тулану сейчас отдам. Ну, в принципе, потом все в порядок. Здесь для пару ночей, как сказать, все есть. Все есть. Давайте еще вот рыбные консервы, сардина. Пускай тут будет. Оставим. Так, это здесь тоже было. Так, вот это все оставим. Это Тулану отдам. Пусть старое печенье. Грызет, он нагулялся уже, все. Ну-ка, Тулан, ну-ка марш. Тулан, не наглей. Оспаш, оспаш. Ну-ка, монасте. А видишь, оспаш, оспаш. Нельзя, говорю ему. Оспаш, оспаш. Да, Тулан, не наглей. Оспаш. Оспаш. Оспаш, Тулан, оспаш. Ну-ка марш. Видишь, наглей, да. Наглеет. Оспаш, Тулан, оспаш, оспаш, оспаш. Подлиза. Уйди, фу, оспаш. Оспаш, 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 оспаш. Не разрешаю. Тулан, а видишь ли? Наглей. Ешь. Вот эти печенья, между прочим, с глазурью или что там, сладкие, очень вкусные. Прям с чаем начнешь пить, как семечки, они просто уходят там. Полкило можно за 5 минут там быстро съесть. Сейчас яйца укусит тебя, Овад. Достают тебя. Это ладно. Что тут такого? Яйца есть у мужиков. Что тут такого позорного? Не матюгайся, Олег. Будет мат. В меру. Был и будет. Ух ты, кострище там. Что-то я переборно накидал дров. Смотрите. Сейчас я это скипячу. Сполосну. По второму разу скипячу там. В общем, с порошком вымою это все. И будет чисто. Чтобы я так сделаю, чтобы мне не было противно есть этого котелка. Сейчас мне пока в данный момент не очень приятно. Что там какую картину увидел. Но котелок из-за чего-то там просто выкидывать не стану. Сполоснем, все будет хорошо. Ой, смолистые дрова, смотрите. Это пихтач, наверное, или я не понял, что, или елка. Что-то смолы до хрена выходит. Вам смотрите. Вот это да. Вот, Тулан съел. Ой, мне тоже что-то надо на завтрак придумать. Или, не знаю, или бич-пакет разбавить, бич-пакет. Или же яйцо пожарить. На скорую руку можно и лапшу организовать. Или яйцо. Яйцо быстро испортится. Наверное, все-таки сейчас огонь убавится, и я яйцо пожарю. С луком, зеленым луком и зеленью, в общем. Зеленый лук и укроп. Все это дело я привез. Газету надо постелить.
Зеленый лук, укроп. Да, яйца пожарили, потому что они могут быстро испортиться в жару. Тоже до хрена чего взял. Консервы вон. Одна банка, там полбанки на суп. Самое это мясо цыпленка 2 банки. Тушенки вот такие для тулана, вот говядина. 2 банки тоже взял. 2 буханки хлеба. Вот это сменное белье. Картошка, конфеты и пачковый суп обязательно. Вот. Тут помидор, лук. Вчера забыли купить помидор, лук. У меня остатки только дома было, как сказать, 1 помидор и 1 огурец. Опарыш. Опарыш я не знаю, где вот его хранить. Где вот попрохладнее. Может в коридоре где-нибудь. Сейчас в кладовку кину. Один хрен одинаково тут, думаю. Радостная морда. Тула! Радостная морда. Любимчику подписчиков некоторых. Некоторые ненавидят. Ну такова жизнь. Всем любимым не будем. Такс. Тут у нас еще каша. Лекарства, медикаменты, которые взял на всякий пожарный. Тут конфеты, чай, вот это подушечные. Там антикомарин, вот этот раптор. Пластины обязательно нужны сейчас. Без пластинника. Ну вот, немножко залетел даже. Так, ребят, у меня провизии на полгода заварки, в общем, до хренища. Вот конфеты. Наверное, я хотел заварить чай, я заварку ищу тут. Заварки и нету вот это. Только в пакетах. Ладно, сейчас я это буду допивать это. Это пускай здесь будет. Так, это на прикормку или собаке сразу тоже сделать что-то. А, вот заварка есть. Заварка есть. Вот она. Коробка. Да, канди есть. Я думал, заварка нет у меня. Там, в общем, 2 бич-пакета, это острый. И это лапша. Вот эта лапша тоже я коробку целую убрал в походу, чтобы брать с собой. И вот гостиниц еще там оставили. Так, консервы у меня еще во втором ящике. Короче, чайник закипел, что ли, там гремит. В общем, продуктов море. Закипела вот тот кастрюля тоже, и этот кипит. В общем, сейчас будем пить чай. Все-таки решил заварить. Потому что, когда завариваешь чай, он намного вкуснее. Вот, пожалуйста. Разовый и андразовый. Он на скорую руку. Талан. Фишкан. Вкусняшка. Вкусняшка получается. Себе приготовил завтрак. Сейчас Тулану еще организую. Тушенку с хлебом,
суп такой сделаю для него. Очень вкусный получится. Сейчас лето. Вон, смотрите. Ну, паштет. Какой-то запах паштета есть. Присутствует такой комок паштета и кусок жира. Все. Вот. Ну и хлеб еще туда накрошу. Добавлю воды. И такой окрошка будет для него. Полбуханки набухаю там. Напихаю. В общем, как обычно. Баловать грудинками я его не стану. Это с удовольствием съест. И я буду знать, что он будет сытый. А хлеб у нас очень-очень вкусный. Прям, ну, я не знаю, как показать вам вообще идеальный. Хорошечный завтрак. Собаку накормил. До вечера я даже и не буду думать, что его надо еще чем-то кормить. Ой, он разом, наверное, не съест все. Ну, попробуем. Аромат такой. Угу. Вкус укропа чувствуется. Сейчас я, в общем, завтракаю и дальше буду косить. Погода непонятная, начинается, ну, тучи. Собираются, может, и сегодня вечером или завтра, может, дождь будет. Так что надо работать, выйти, там, косить. Вечером уже будем на небо смотреть, что делать. Убрать сено или же на завтра оставлять. Сейчас я ем. Угу. Хорошо, что пожарил. Не испортится.